Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, прыйшоў час дакрануцца да такой не вельмі прыемнай і складанай тэмы, звязанай з выбарамі ў каардынацыйную раду, а дакладней з тым непаразуменнем, якое утварылася з двумя спісамі. Са спісам «Наша справа», якую узначальвае гаспадарыня Роза Турарбекова, і са спісам «Закон і правапарадак», дзе першае месца лідарства займае кіраўнік байпол Александр Азаров. І розныя абсалютна сітуацыі, калі прычына праблемаў са спісам «Наша справа» больш вонкавая, то са спісам Азарова больш унутраная. Мы вырашылі падзяліць наших суразмоўцаў, даць магчымасць, каб яны кожны паасобку выказаўся наконт сваёй сітуацыі. Таму першая у гэтым стрыме подключылася до нас гаспадарыня Роза Турарбекова. Праз хвілінаў 15-20 будзе чарга Александра Азарова. Яны не разам у гэтым эфіры. Ну, мы так вырашылі, скажем так. Гаспадарыня Роза, давайте вернемся да, можа быть, перад гісторыі таго, у якой сітуацыі апынуўся спіс «Наша справа» сёння. Ці не было, в прынцыпе, прадказальна, что такая сітуацыя можа ўзнікнуць? Я маю на ўвазе, что частка сябровак вашага спісу будзе вымушана з яго сысці. Ну, мы, конечно, думали об этом. У нас в списке было 14 человек. Из этих 14 человек большая часть, вернее, как и полагалось в соответствии с квотой, даже больше, чем квота, были женщины. Вот, ну, остальные мужчины. Мы даже перевыполнили план по квоте. И в этой связи мы подстраховывались тоже. Но мы же не предполагали, что у нас будет такой форс-мажор, причем с двух сторон. Мы ожидали давления со стороны режима, предупреждали, конечно же, тех наших коллег, которые вступали в список, это шли на эти выборы. Мы их предупреждали, они знали, на что они идут. Но давление оказалось слишком жестким. Вот, и в результате у нас вышло из списка две женщины. Первая девушка вышла, она была из полка Калиновского, и это было давление двойное, не только из полка. Это было давление двойное, и режим так само. Вот, и она, в принципе, была поставлена перед обстоятельствами того, что она без паспорта окажется выпрошенной из Украины, потому что полк Калиновского определился с тем, что их участники не должны принимать участие в выборах. Вот. Вы помните, ситуация была долгое время неопределенной, вот, но они решили в пользу того, что они не будут принимать участие. Тем самым они, конечно, сделали определенный такой нехороший вклад в разлад нашей предвыборной кампании. Вот, и перед девушкой был поставлен тоже такой достаточно серьезный ультиматум. Но на нее оказывалось давление как и со стороны властей, так и со стороны полка. Вот, но с ее выходом ситуация не изменилась. Комиссия нас не вызывала для пересмотра гендерной квоты. У нас гендерная квота сохранялась. Но и, к сожалению, вот вчера, нет, прошу прощения, 2 дня тому назад было подано заявление другой нашей девушкой. Режим ей угрожал, в том числе угрожал ей ее неполнолетними, несовершеннолетними детьми, которые остались в стране. Она не выдержала этого давления и решила написать заявление. В результате мы оказались вот в этих условиях, когда нас вызвала комиссия. Мы подготовили наши аргументы в пользу того, чтобы сохранить тот список, но изначально был поставлен вопрос о том, если мы не соблюдаем критерии, то наш список нам могут отказать вообще, в принципе, в регистрации. А для того, чтобы сохранить эту регистрацию, мы должны отказаться от 2 мужчин. Вот. Я вчера была на заседании комиссии, представила свои аргументы. Как мне кажется, что аргументы были достаточно весомые.
а учитывая медийный эффект и эффект негативный для всей компании, я надеялась, что избирательная комиссия пойдет нам навстречу, и она могла бы пойти нам навстречу, вот тем более, что комиссия проголосовала неоднозначно. Двое поддержали нас, один воздержался, член комиссии, и трое проголосовали за то, чтобы все-таки нам рекомендовать, вернее, скажем, решение их о том, что гендерную квоту необходимо соблюдать, и что мы должны все-таки положить на стол заявление еще двух моих членов команды мужского пола. Вот. Само по себе даже голосование говорит о том, что позиция избирательной комиссии в этом вопросе была неоднозначной. С моей точки зрения, они совершили серьезную ошибку. Вот. Мои аргументы прозвучали следующие. Во-первых, все, что касается политической целесообразности. То есть все, что сейчас вредит избирательной кампании, и самое главное, то, что мы находимся под тройным давлением, теперь получается, не только режима, не только ПКК, да, не только вот эти два внешних фактора, но и слишком жесткой позиции избирательной комиссии относительно гендерной квоты. И в этой связи я говорила о том, что эффект негативный политический будет колоссальный. Я думаю, что сейчас они уже в состоянии оценить резонанс общественный, который сейчас происходит именно в связи с делом нашей справы, именно по поводу гендерных квот. Мы отталкиваем людей от процесса избирательного, они очень многие разочарованы. Вчера у меня была ситуация, когда внутри моего списка, конечно, было вам не передать, какое возмущение. Вот, очень много людей просто хотели положить заявление на стол. Вот, таким образом, демонстрируя в первую очередь приверженность тому нашему списку, чтобы наш список все-таки сохранился. И то решение, которое мы приняли в отношении, вернее, мы разговаривали с участниками нашей команды, это решение мне далось очень тяжело, как лидеру команды. Вот, с моей точки зрения, жертвовать людьми в таких условиях, когда эти люди решились вступить в эту кампанию, получили статьи, против них возбуждены уголовные дела, у них отнимают собственность, и их родственников преследуют. И теперь мы просим их выйти из состава списка для соблюдения очень формального правила. Мне кажется, это просто по политическому эффекту, это просто чудовищно. И я просто хотела бы сказать, о ком я сейчас говорю, кто положил заявление на стол, кем мы пожертвовали, да? Это Виктор Соскевич, он является давним активистом, он музыкант, это бывший преподаватель, сейчас он учится на политологии. Это Андрей Жуковец, известный бизнесмен и меценат, который с 90-х годов занимался финансированием строительства храма, молодежной комиссии БНФ, молодежного фронта, правозащитного центра. Одним из первых белорусских политзаключенных в Польше, которого требовал Минск выдать белорусским властям. Он 14 лет боролся за свой статус. Наконец он выиграл это дело. Этот материал вы можете найти в том числе и на Еврорадио. Это те люди, которые положили заявление на стол. Это теми людьми, которыми я пожертвовала. Я вам честно скажу, я себя чувствую Лукашенко, я себя чувствую диктатором. Я не знаю, как себя чувствует член избирательной комиссии. В конечном итоге мне было сказано, что я должна была предусмотреть это. Мы должны были рассчитать все эти планы. Мы должны были позаботиться об этом. Что, подумаешь, не все 280 человек войдут, некоторые из них не войдут, потому что не за все списки так будут голосовать. Послушайте, эти все аргументы просто смехотворны и циничны. Это первое, что я хотела бы сказать. Второе, в самом положении о выборах были серьезные недочеты. И мы апеллировали к этим недочетам. Во-первых, нет прямой нормы,
которая бы настаивала бы на исключении людей по гендерному признаку во время самой предвыборной кампании. В условиях, когда предвыборная кампания проходит в экстремальных условиях, где каждый день фактически происходит форс-мажор, с моей точки зрения, вообще вот как бы следование буквально букве закона является таким же нарушением духа закона, к которому они апеллировали, я имею в виду комиссию. И, конечно, что как это касается правовых оснований, и, конечно, не было перечислено требований, по поводу которых нас могли бы лишить статуса вот этого списка регистрации. Там написаны иные требования, там не указаны, какие именно требования. И последнее, конечно, мы не знали, как конкретно будет интерпретировать данную норму избирательная комиссия. И я с этой интерпретацией я ознакомилась только буквально накануне. В общем и целом, я хочу сказать, что эта ситуация показывает, что ни политическая целесообразность, ни соображения относительно демократических принципов и прав человека не являлись весомыми аргументами. Гораздо более весомыми аргументами оказались формальные признаки, которые мы соблюли при вхождении, да, в кампанию регистрации списка. Вот, но из-за независящих от нас обстоятельств ситуация изменилась. И в результате мы положили в качестве жертв наших двух активистов, давних активистов, которые, помимо всего прочего, сегодня еще являются фигурантами дела о создании экстремистского формирования «Наша справа» из-за этих выборов. Спасибо. Вот, собственно, мой комментарий. Спадарня Роза, я разумею выдатна, у якім вы псіхалагічным стане, як вам цяжка, але ну выбачайце, профессия такая, тым больш што ўсё адно гэтыя пытанні вам зададуць. Я думаю, што лепш задам я іх вам. Калі што вы мне ў нефармальнай абстаноўцы сваё фе выкажаце з гэтай нагоды, але тым не менш мушу іх агучыць. Першае, вось вы сказалі про тое, што мы у выбарчую камісію свае тлумачэнні, сваё бачанне сітуацыі перадалі і спадзяваліся, што яны увойдуць у палажэнне, так бы мовіць, ну как бы зразумеюць сітуацыю. Я прыгадываю сітуацыю з нерэгістрацыяй Алінай Коўшык, і шмат тады хто казаў, што ну вот глядзіце, якія малайцы прынцыповыя, вот маглі б увайсці ў палажэнне, тым больш што вось яна Аліна Коўшык, ну вот ну якія патрэбныя яшчэ там доказы і верыфікацыі. Все нормально, але вот прынцыповыя малацы выканалі там дух і літару патрабаванняў. Чаму у тым выпадку яны павінны былі адпавядаць духу і літары, а ў гэтым выпадку павінны былі ўвайсці ў становішча? Ну, во-первых, я начну с того, что «Наша справа» высказала тогда свою солидарность с Алиной Ковшик и обращалась к выборчей комиссии относно ее регистрации. Мы не говорили избирательной комиссии, что они молодцы, но мы их не ругали, но мы просто обращались к ним и просили войти в положение, понять ситуацию, что эта ситуация достаточно неординарная. Это первое, это наша была официальная позиция. Что касается нашей ситуации, то здесь нет однозначного ответа, и поэтому по поводу буквы закона я бы тоже поспорила, потому что прямой нормы нет. Там есть серьезный недостаток в самом положении. Вопрос, как они его интерпретируют. Я обращалась к ним с просьбой интерпретировать в нашу пользу. Я не обращалась к ним с просьбой войти в наше положение и нарушить положение само, закон. Я не могла обращаться с такого рода обращением. Мои аргументы носили в том числе и правовой характер, которые опирались на, во-первых, недостатки самого положения, во-вторых, на, собственно, политическую целесообразность всего этого. Уже не говоря о форс-мажорной ситуации. Хорошо, не форс-мажорной, критической ситуации. Но я принимала участие в дискуссии в избирательной комиссии и обратилась с просьбой, чтобы они это рассмотрели в нашу пользу, потому что речь идет об интерпретации, а не о не использовании прямой нормы. Прямой нормы не было. И об этом свидетельствует как раз именно голосование самой комиссии. 2 члена комиссии нас поддержали, 1 человек воздержался, 1 член, и 3 поддержали соблюдение гендерной квоты. О чем это говорит? Что ситуация является неоднозначной с точки зрения буквы закона. Что касается духа закона, то у меня тоже там встречный вопрос.
А в конечном итоге получилось совсем плохо. Получилось так, что мы были вынуждены отказаться от 2 человек, просить этих людей положить заявление на стол. Я, правда, не просила конкретно их. У нас в списке, еще раз повторюсь, было вчера такое состояние у людей, что у меня половина списка написала заявление с целью сохранить наш список. Поэтому, с моей точки зрения, это ошибка. Огромная политическая ошибка и неясность с точки зрения правовой. Это неоднозначное решение с правовой точки зрения. Пусть юристы меня там поправляют, как хотят, пусть они читают это положение, как хотят, пусть они сравнивают эти пункты 3 и пункты 7. Вот. Но с точки зрения здравого смысла и логики, то, что я прочитала, оно выглядит именно так. Уже не говоря о той вопиющей ситуации, в которой мы оказались. Спадарня Роза, що ж таки ўся гэтая сітуацыя ўзнікла з-за выканання нормаў гендерных квот. Ну как бы афіцыйна гэта так гучыць. І тут шмат пытанняў было пра тое, калі ўзнікла сама гэтая тэма, што гендерныя квоты павінны прысутнічаць у самой выбарчай гэтай в этой сістэме, вы былі на якім баку, пытаюцца гледачы? Я была за гендерные квоты, наша справа была против. Я голосовала в начале, я просто поясню тогда. Я голосовала вначале так, как решила наша справа, но я подписала обращение в защиту гендерных квот. Таковы мои взгляды. Мои коллеги не обязаны разделять эти мои взгляды. Вот. Но в данном случае получилось так, что возведение принципа в абсолют навредило. Это, например, в праве вообще вот это вот возведение в абсолют, да, принципа или прописан буквы закона, называется буквализм. Не надо перегибать палку, тем более тогда, когда речь идет о неясных ситуациях. И я свою позицию на слушаниях по гендерным квотам высказывала. И говорила, в том числе, когда возникал спор между как бы двумя сторонами, теми, кто был за гендерные квоты и против. Я говорила о том, что самое главное во всей этой нашей с вами ситуации – это еще и соблюдение принципа политической целесообразности. И вот я сейчас вижу полное нарушение этого принципа. Принципа политической целесообразности. Лично для меня этот принцип был выше. Поэтому я просила найти компромисс в Координационном совете. Но, к сожалению, это случилось совершенно по-другому. Теперь мне говорят, мы решили, я не решала. Я голосовала по-другому. И я предлагала в первую очередь соблюдать принцип политической целесообразности. Мы не должны класть в жертву людей популярность и как бы необходимость, эффективности наших выборов в Координационный совет просто ради принципа буквально. И вот на сегодняшний день, к сожалению, мы стали жертвами вот этого обстоятельства. Я не снимаю с себя ответственности, но я за нее заплатила. А вот остальные нет. Я думаю, что мы все за это заплатим в конечном итоге. Во-первых, падением явки. Во-вторых, разочарование наших выборщиков. И в-третьих, ну как это так? 2 человека таких. Тут я абсолютно з вами згодны ў тым сэнсе, што ведаеце, калі мне казалі пра тое, што калі на нейкай панелі на нейкай канферэнцыі не вытрымліваецца гендерная роўнасць, то трэба адмяняць гэтую панель. А калі на канферэнцыі не вытрымліваецца, то адмяняць гэтую канферэнцыю. А калі у вас у эфірным графіку на сённяшні дзень нероўная вот колькасць гендерная, то давайте адмяняйце эфіры. Ну гучыць оно прыгожа, у прынцыпе але калі вось сам з гэтым сутыкнешся, і тады і што рабіць? І як вот выходзіць з гэтай сітуацыі? Ну я вообще против такой радикальной позиции. Я еще раз повторюсь, я за целесообразность, за здравый смысл. В отмене нет здравого смысла. В том, что мы положили сейчас 2 заявления таких прекрасных людей, в этом нет здравого смысла. Помимо всего прочего, есть принцип здравого смысла. И для меня он является наивысшим. Уже не говоря о том, что мы положили людей в жертву принципу. И кто выиграет от соблюдения этого принципа? Они всерьез думают, что они создают прецедент?
Я думаю, что в конечном итоге решение избирательной комиссии, не всей, я должна подчеркнуть, не всей, есть персональная ответственность тех людей, которые выступили за то, чтобы соблюдать этот принцип буквально и до конца. Если они думают, что они стоят на страже демократии с точки зрения сохранения процедуры, я считаю, что они ошибаются. И об этом я объявляю публично. Ну і вот дарэчы про гэтых двух чалавек, я калі учора прачытаў інфармацыю, адкрыў спіс, то моя першая была рэакцыя, ну безумоўна будзе зроблена так, вот с апошніх месцаў спіса двух мужчын, то есть это 12 і 13 нумар, ну как бы ці попросяць, ці прапануюць, яны самі гэта прапануюць. Але вот вам не падаецца, что можа быть варта было б, ну я не ведаю на якім гэта ўзроўні, ці унутры ваших прыхільнікаў, там у вашем телеграм-канале, а может быть, господи, про сайт Еврорадио устроить такую вот, ну как бы рейтинговую голосовалку, асабліва з улікам того, что пераважная большасць, як вы кажаце, усіх былі готовыя скласці, ну написать заяву. Вот каго люди хотели бы, каб вот, ну ён абавязкова застаўся, может быть, наадварот, я не буду называть імёны. Вот вы ведаете мою позицию, але хай она застаецца пры мне. Вот может быть, вот ты, хто сышоў по выніку, может быть, люди б сказали: не, вот мы за іх, за гэты спіс і будем голосовать, тому хай яны застаюцца. А вот напрыклад, гэтыя два хай ідуць, без іх все одно, толькі лепей спісу будзе. Я хочу сказать следующее. В первую очередь это дело внутреннее нашей фракции. Фракция решает. Так, как бы, это по процедуре. Фракция решает. Если честно, я хотела бы написать заявление сама. Но это бы не спасло ситуацию. Это усугубило бы гендерный дисбаланс. Ну, у меня искренне было желание, кто-то меня там чрезмерной эмоциональностью может сейчас обвинить. Ну, это такая, как-то там чисто женская реакция. Нет, это не чисто женская реакция. Вот. Если честно, вчера у меня просто впервые за очень долгое время буквально опустились руки. Потому что, понимаете, лидеру прийти и сказать, да, своим коллегам: давайте выберем, кто на вылет. Это дефолт. Я себя вчера чувствовала как Лукашенко, я себя чувствовала диктатором. Человек, который должен решить вопрос следующим образом. Ну, щепки, как там, лес рубят, щепки летят. Кто будет щепками? Давайте спасем наш список, принеся в жертву двух людей. Это такая классическая ситуация, да, циничная. Вот. И, ну да, с точки зрения разума, я поступила разумно. Мне многие писали о том, что, слава богу, вы сохранили список, но я так не чувствую себя. Я себя чувствую ужасно. Я чувствую себя ужасным человеком сегодня. И я хотела бы извиниться перед Виктором и Андреем сейчас. Публично. За то, что так случилось. Это моя вина. Я беру на себя эту ответственность. Это моя вина. Извините. Так, я не буду больше мучить господарню Розу, тем более, что... Да нет, я могу говорить часами на эту тему. Часами. Я могу все рассказать и про гендер, и про феминизм, и про то, почему я за это. Но в первую очередь мы должны придерживаться принципа здравого смысла и не перегибать палку. Это радикализм на самом деле. И в общем и целом, если вы думаете, что вы следуете букве закона и таким образом доказываете свою приверженность процедуре, то вы сильно ошибаетесь на самом деле. Потому что взгляните сейчас на ситуацию с политической точки зрения. Чего вы добились? Тым не менш, ведаеце, я гляжу, за паўгадзіны до нашага эфира гаспадарыня Роза у сваім телеграм-канале написала коротко одну фразу: мы працягваем нашу барацьбу за ваши голоса. Таким чынам, не гледзячы і, может быть, насуперак усяму, працягваем, не спыняемся. Дзякуй, гаспадарыня Роза, силы, цярпення. Жыве Беларусь. Живи вечно. Я развітваюся со гаспадарыняй Розай и прошу зараз вывести на экран Александра Азарова.
Так, вось і Александр Азаров до нас долучыўся. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер. Чуеце, бачыце, ўсё нормально? Так. Добра, дзякую. А то, на жаль, мы не паспелі перад пачаткам этого стрыма праверыцца, ці ўсё добра. Тым не менш, давайте, спадар Александр, як я казаў на пачатку нашага эфира, вось два выбарчых спіса на выбарах у координацыйную раду потрапілі у такую праблемную сітуацыю там і паўстала нават пытанне аб выдаленні гэтых спісаў з выбарчага марафона. І як я сказаў, ўсё ж таки прычыны, якія давялі до гэтага сітуацыі спісы наша справа, былі больш вонкавыя. Я цытую зараз сябе, а прычыны, якія поставили ў гэтую ситуацию выбарчы спіс, законнасць і правапарадак, больш унутраныя. Як вы самі бачыце гэтую ситуацию? Все ж таки найперш кажуць, і размова ідзе про тое, что нагодай для разгляду гэтай ситуации увогуле, так бы мовіць, пастаноўкі пытання аб выключэнні вас альбо цалкам вашага спісу з выбарчага марафона сталі ваши дзеянні з чат-ботам Перамога. Як вы бачыце ўсю эту ситуацию? Калі ласка. Мне один из лидеров демократических движений сказал на эту тему свое мнение: у других таких ресурсов нет. Вот это ключевая фраза, почему это и произошло. То есть у нас есть, а у других нет, и поэтому мы в этом виноваты. Вообще все избирательные списки имеют право использовать, согласно положению о выборах, все имеющиеся ресурсы для агитации предвыборной. Мы это и использовали. То есть то, что у нас было, то мы и использовали. Одни проводят чаепитие, да, другие в баре там наливают спиртные напитки бесплатно, третьи майки, кружки раздают, четвертые подсвечивают здания в центре Варшавы, да, у нас таких ресурсов нет. Ну и, кстати, агитацией СМИ не занимаются. Мы высылали всем агитационные материалы, и каждая СМИ нам отвечала, что мы публикуем только новости, нас избирательная кампания не интересует. Поэтому мы приняли такое решение показать белорусам, что есть выборы. Реально мало кто знал. А сейчас теперь сказать то, что белорусы не знают, что выборы есть, ну это смешно. Теперь каждый белорус точно уже знает, что выборы есть. И эта рассылка была направлена не на популяризацию Азарова, а на то, чтобы привлечь внимание белорусов к выборам. Эти выборы очень важны для нас в настоящий момент. Грядет 25-й год. Легитимность Тихановской будет выставлена многими под сомнением. Так, опять начнется грызня в демократических силах. Как себя поведет Евросоюз, США, неизвестно. А тут происходят выборы. На 2 года выбирают впервые демократические выборы, выбирают Координационный совет, фактически протопарламент. То есть это событие очень важно для белорусов и для нашей борьбы с режимом Лукашенко. А вчера было заседание, кстати, вот, где было принято решение, требование, фактически ультиматум мне, как лидеру списка, выдалиться, чтобы, только после этого они будут думать, что делать с оставшимися, допускать их или нет. Если вы смотрели трансляцию, то я был очень удивлен, очень удивлен. Я после этого еще просмотрел видео многие. К примеру, председатель комиссии, госпожа Приходько, будучи на Белсате, значит, там подключили Глеба Сандерса, так, который там рассказывал, что без его ведома ему пришло там уведомление. Глеб Сандерс живет прекрасно в Литве и никакой опасности не подвергается. Значит, и это то, что ему пришло без его разрешения, это выставляет мне вину. Так Приходько сообщила всем, вот она председатель комиссии, да, она говорит: жалоб нет пока, но я вас закликаю, напишите жалобу на Азарова. Это председатель комиссии, которая должна быть беспристрастна принимать решения. Она закликает в прямом эфире конкретного человека писать жалобы на Азарова. Ну как, годится такое или нет? Я им задал вопросы, на основании чего вы меня исключаете. Покажите мне нормы, значит, в законодательстве, либо в правилах, которые разработаны, где предусмотрено исключение списка. Так не предусмотрено как раз ни в положении о выборах,
Ни в чем, ни в каких документов. Я говорю, покажите мне документ, значит, что я совершил, и обоснуйте, значит, то, что я совершил, что нужно меня исключать. Они не могут ничего обосновать. Там есть юристы, да, они прятались, выключали экран. А Приходько, она не юрист, она не отвечает. Но она пыталась ответить как председатель комиссии. А госпожа там Минская, Елена есть, да, она мне говорит, вы своими вопросами дискредитируете председателя комиссии избирательной. Что я дискредитирую? Я юрист, я не понимаю оснований моего исключения. Если не предусмотрено исключение, так почему меня исключают? Вы возьмите их последний пост, вот сегодняшний, да, они написали, что... не предусмотрено исключение списка, но мы решили исключить и разработать положение об исключении. Ну как это? Закон обратной силы не имеет. Куда мы попали? Ну опять лукашизм какой-то, да? Вернулись обратно, сбежали оттуда, терпим здесь, получили огромные сроки, и теперь такое отношение к белорусам. Я поддерживаю Розу Турарбековну. Она вынуждена людей исключить, которых прошли обыск, у которых возбуждены уголовные дела, они пострадали. И теперь благодаря избирательной комиссии получаем такие проблемы. Каждая белорусская организация, которая находится за рубежом, она признана экстремистской. Любое взаимодействие с этой организацией влечет уголовную ответственность, не только рассылка из бота. Любые сообщения, ваш канал, если взять, если человек находится в милиции, к примеру, он смотрел ваш ролик когда-нибудь, ему приходит рекламное уведомление, что вот вышел новый ролик в нахождении милиции. Все, он сел за это. Тут при чем здесь Азаров? Назарова всех собак спускают. Ну. Законный правопорядок не нужен, получается, Координационной Раде. Я по пунктах я слухаў і тут пазначаў для сябе. Вы сказали про тое, что была, ну как бы так бы мовіць, агітацыя да ўдзелу у выборах, а не было ніякай рекламы. Ну я бачыў гэтую абвестку, якую вы разыслалі, і там конкретно было указано выбарчы спіс, закон і правопорядок. Ну фактично Смотрите, основной посыл был принять участие в выборах. Почитайте. Закон о правопорядок. Там написано в конце последним предложением. Несколько первых предложений рассказывают белорусам, что есть выборы. Это очень важно. Придите проголосовать. И все вопросы вы найдете ответы именно на официальных ресурсах Координационного совета. Там будет рассказано, каким образом проголосовать. И только в конце мы приписали: голосуйте за закон о правопорядок. Про тое, хто атрымаў. Вот учора падчас этого стрыма сябра выбарчай камісіі Ярослав Бекіш рассказываў таксама, што ён атрымаў вот першыню за цэлы год такое паведамленне. Глеб Сандрас, вот як вы кажаце, самі атрымаў. Да, гэтыя людзі знаходзяцца за мяжой, ім нічога не пагражае, і можа быць, апроч таго, што непрыемнае здзіўленне, што яны не чакалі, ім прыйшло, а навошта ім гэта трэба, і чаго тут вот как бы Азаров дае такую рассылку. Але вы ж выдатна разумееце, что тыя людзі, калі гэта прыйшло усім, а тыя людзі, якія у Беларусі, ну безумоўна, для іх гэта небяспека, асабліва калі чалавек знаходіцца ўжо дзе-нибудь там затрыманы, а телефон у руках міліцыі, ці ён дзе-нибудь яшчэ. Чакайце, спадар Александр, я просто да чаго-то подводзіў. Я ведаю, что у боце, ну прынамсі мне паведамілі, что у боце ёсць опцыя, якая дазваляе вызначыць, знаходзіцца чалавек за мяжой альбо ён знаходіцца у РБ, і маўляў, пишут, Азаров плюнул на бяспеку и вот не скарыстаўся гэтай магчымасцю бота и разослал усім. Отвечаю. Значит, эта рассылка проводится регулярно на протяжении последних лет с мая 2021 года, когда мы объявили о плане Перамога. Наша работа и заключается, работа с людьми в плане Перамога, с теми, кто записался в этот бот. Мы неоднократно во всех интервью это говорим, что если вам пришла рассылка, не пужайтесь, проверяйте, официально это бот или нет, и выходите на связь. Мы работаем регулярно, но в этот раз мы сделали рассылку чуть больше, чем обычно. Это не значит, что если я не получал год назад, а сейчас ко мне пришло, что это такое? Почему вы раньше не слали? Потому что мы просто этой категории людей не слали. Она нам была в тот момент неинтересна. Мы слали определенным категориям, либо определенным местностям, где люди живут, либо определенным профессиям людей. Сейчас разослали чуть больше.
И получился такой резонанс. По поводу безопасности. Каждый человек сам принимает на себя риск, зарегистрироваться в плане или нет. Каждый понимает, что если ты зарегистрировался, там на кнопочку нажимаешь, что я согласен с тем, что ко мне придет уведомление. Там и написано: ждите, мы с вами свяжемся. Там не написано: ждите год, 2 или 3. Просто ждите, мы с вами свяжемся. По поводу удаления бота. Неправильно, значит, люди удаляют бот. Но я же не могу разъяснить, каким образом удалить бот. Киберпартизаны, все СМИ публиковали эту информацию. Я посмотрел на нашем канале, за последние 9 месяцев 3 раза писали, как удалить бот. Если человек не может сам удалить бот, ну как я могу за него это сделать? Вы кажаце про тое, что вот вырашылі, что зараз такая сітуацыя, калі трэба зрабіць эту рассылку большай колькасці людзей. Але ці сапраўды выбары ў каардынацыйную раду гэта тая сітуацыя, каб скарыстацца менавіта гэтым ботам, Таму что план перамога і бот, наколькі гэта пазіцыянавалася ад самага пачатку, былі распрацаваныя для таго, каб у адзін дзень людзі атрымалі мабілізацыйнае прадпісанне і ведалі, што рабіць, калі настаў гадзіна X, калі ўжо, так бы мовіць, гараць пастарункі міліцэйскія, бел-чырвона-белыя сцягі ўздымаюцца, і людзі ведаюць, што рабіць. Ну, у тым сэнсе, што гэта мусіць быць было адно паведамленне, але самае важнае ў жыцці. Выбары ў каардынацыйную раду — это такое паведамленне? Значит, выборы в Координационную раду. Очень важное событие в истории белорусского демократического движения. Я уже ответил на этот вопрос. Эти выборы создают легитимный орган белорусский, который может быть, я даже вот считаю, что это, наверное, последний аккорд. Если нам не удастся с его помощью победить режим Лукашенко, то уже белорусское демократическое движение за границей умрет. Превратится в Зенона Поздняка, разойдутся все по своим углам и все. Мы поэтому и приняли решение участвовать в этих выборах. Я об этом заявил, когда все лидеры демократического движения говорили, что нет, это ерунда, Координационный совет дискредитировал себя, не нужно баллотироваться. Но я заявил, что это нужно, и 12 списков появилось после меня. Люди захотели участвовать, и мы видим, что это сильное движение началось. И за нами смотрят европейские наши партнеры. Как мне в офисе Тихановской говорили, что в Беларуси все затихло, если там ничего не происходит, партнеры от нас отворачиваются, потому что мы не представляем белорусов. А если там происходит движение, значит, мы представляем белорусов. Поэтому очень важно, чтобы было движение. Мы предложили белорусам внутри страны принять участие в голосованиях. Тот же Координационный совет будет также предлагать участвовать в голосовании. Мы увеличим явку многократно таким образом. И по поводу того, что одно только сообщение должно быть. Я еще раз говорю, мы слали этих сообщений множество. В месяц примерно дважды делались рассылки на 1000 людей. Работая с людьми, невозможно вообще понять, кто туда записался. Мы же должны знать, кто записался в бот и что эти люди могут. Мы говорили неоднократно во всех интервью об этом. Что люди выходят на связь, мы их верифицируем, создаем ячейки, даем им определенные задачи, получаем от них информацию и так далее. Какое одно сообщение? Ну, все знают прекрасно, что, конечно, не одно сообщение. А по поводу Глеба Сандерса, почему именно Глеб Сандерс нашелся, такой представитель народа, это мне так напомнилось, представитель народа, знаешь, как это... Когда в Академии МВД шли на митинг в поддержку Лукашенко, все переоделись по указанию Башана в гражданскую одежду и представляли себя, имитировали народ, типа они народ. Сотрудники милиции пришли в гражданки и кричали там: мы за Лукашенко. Вот. То же самое Глеб Сандерс пришел, я представитель народа, значит, так он представитель рабочего руха. И между прочим, я вот думаю, почему он пошел на такое? 2 года мы проводили ему полиграф назад, и он его не прошел. У него загорелись красные точечки сотрудничества с режимом Лукашенко. И об этом рабочий рух знает. И вот я теперь понимаю, почему Глеб Сандерс пошел публично на это интервью, чтобы дискредитировать нас. Мы ему создали проблемы. Надо научиться удалять бот просто правильно. Это просто цифровая безопасность. Если он не умеет, я же его не научу. Возьми инструкцию, почитай. Этих инструкций миллион уже на всех ресурсах. И удали, и тебе не будет ничего приходить.
Спадар Александр, ну я разумею, тут ёсць конечно прэтэнзіі, что часам не ўсе спраўляюцца, не ва ўсіх такая это самая пісьменнасць інфармацыйная там і ўся астатняя такая, якая там хацелось бы, каб была, але ўсё адно вот ваши зараз аргументы за іх непісьменнасць, за іх невозможно. Я разумею, но ўсё адно зараз ваша пазіцыя выглядае так, что самі вінаваты. Человек, когда записывался в бот Перамога, он давал согласие на участие в плане Перамога и на получение информации из этого бота. Там он проходит опросник и нажимает на кнопочку «Я согласен». Все, он согласен. И это наша работа, работать с этим ботом. Мы с ним работаем регулярно. Ну да, просто калі ён подпісаўся там у 2021 годзе, а зараз 24, все ж таки шмат што змянілася, і можа чалавек ужо там змяніў сваю пазіцыю, там памяняў, і не ва ўсіх. Да. Кстати, вот мне подсказали недавно такой момент. Многие люди, которые находятся сейчас за рубежом и получили такие сообщения, и забыли, что у них вообще этот план был в телефоне, который ездит в Беларусь туда-обратно, получили возможность удалить нормально этот бот и приехать в Беларусь и не быть задержанным. То есть фактически мы их предупредили о том, что они записались в 2021 году и забыли об этом. Это так мне говорили люди, которые вот таким образом получили сообщение. Они говорят, так это ж хорошо, слава богу, а так бы меня на границе задержали, установили этот бот и все. Ну, что хорошо для тых, хто зараз знаходится за мяжой, то, ведаеце, не вельмі добра для тых, хто знаходится у Беларусі в гэтай ситуации. Таму тут как бы параллели такие. Я вернуся до темы. Ўсё ж таки, вам не падаецца, что заклікаць людзей, якія у Беларусі знаходзяцца, взять удзел у галасаванні, но уже таксама не вельмі адказна, тому что уже нават галасаваць адтуль з Беларусі гэта ўжо небяспека. Вообще, смотрите, тот же Белсат, вот я смотрю на их нарратив, они сколько людей примет участие в голосовании? 100, 200, 500 тысяч там. Разве это представление белорусского народа? То есть идет к тому, что если людей мало, значит КС нелегитимный. И об этом говорят многие, кто не хочет, чтобы КС избрался и конкурировал с другими организациями демократическими наравне с офисом Светланы Тихановской, наравне с Объединенным переходным кабинетом. Кому-то это неинтересно. И все же лидеры списков призывают голосовать всех, не выборочно, только тех, кто за границей. Все белорусы принимайте участие. Тем больше людей примет участие, тем, я думаю, даже больше будет легитимности. Як вам такое меркаванне, скажем так, я уже чуў яго про тое, что я не ведаю, колькі там было насамрэч людзей подпісаныя на чат-бот, не толькі на чат-бот, а ввогуле на план Перамога, размовы ідуць там про 100 тысяч плюс і гэтак далей, і некаторыя кажуць уже про тое, что вось гэтымі дзеяннямі, ўсёй гэтай сітуацыяй, і я нават не кажу зараз про бяспеку, небяспеку, подстава, не подстава, а тое, што скарысталіся гэтым ботам для такіх мэтаў, звязаных з выбарамі, но ў прынцыпе, будучы вызвольны рух Беларусі, вось гэтых 100 плюс тысяч подпісантаў страціў. Куда он их стратил? Ничего не стратил. Это как раз те люди, которые не хотят, чтобы выборы произошли. Это Балаганов этим занимается. Он к нам относится крайне отрицательно. Я когда был в Киеве, я пытался попасть к нему на эфир. Мы со Станиславом Лопоносовым им писали. Он сказал, у него нет времени на нас. И после этого у него регулярно Белполы и все люди, которые нас хейтят. На нас он времени не находит. И поэтому он такие заголовки дает хайповые. 100 тысяч там белорусы потеряли. Где они потеряли? На кого работает Балаганов? Добра, давайте, на жаль, трэба завершаць нам нашу размову. На сёння мы маем такую сітуацыю. Выбарчая камісія прыняла такое рашэнне, што спіс цалкам закон і правапарадак адхіліць ад удзела выбарах. Але у вас ёсць 48 гадзінаў на тое, каб гэта рашэнне абскардзіць. 48 гадзінаў, але выбары ўжо пачынаюцца заўтра. Што вы будете рабіць у этой ситуации? Мы уже написали эту схаргу. Я думаю, что после эфира я ее отправлю.
И в этой скарге мы ее, кстати, публично опубликуем и будем ждать ответа от избирательной комиссии, каким образом они примут решение и будут обгрунтовывать свое решение. Поскольку, согласно действующих норм, удалять спис невозможно. И это также нарушение, не только это нарушение международных стандартов избирательного процесса, нарушение прав избирателей избираться. Мы, между прочим, 3-е место по рейтингу занимаем на официальном ресурсе Координационного совета. Они нарушают права избирателей избирать тех, кого они хотят, и плюс нарушают права членов избирательного списка, моего списка, а это не больше не мало 20 человек, прекрасных специалистов, которые пострадали. Сегодня и вчера обыска сейчас идут у всех по домам, задерживают родственников. А такое решение принимает Координационный совет. Они принимали решения на эмоциях, а не на основе норм права, либо на основе принятых положений Координационным советом. Это нарушение с их стороны. Вообще Приходько и реально нужно отстранить за призывы писать жалобы на Азарова. А, кстати, вот эта Елена Минская, которая там была, если посмотрите эфир, она вообще обвинила членов моей группы в махлярстве. Она говорит, мы рассматривали вопросы махлярства, в том числе в вашей группе, и рекомендовали людям за вас не голосовать. Что это за такое? Член избирательной комиссии обвиняет в совершении преступления людей, ни в чем не повинных, публично. Они должны беспристрастно относиться, не включать эмоции. Не нравится ей Азаров, так что? Она подалась в эту комиссию выполнять свои обязательства. Там написано беспристрастность. Спадар Александр, ну бачыце, вы кажаце эмоцыі, ну сапраўды эмоцыяў было шмат з гэтай нагоды і не толькі у сябраў выбарчай камісіі і не толькі у беларускім грамадстве, але я так разумею і у Ціхановскай, да прыкладу, якая, наколькі я разумею, пазбавіла вас доступу да бота. Да, под воздействием вот этого хейта, конечно. Но мы сейчас работаем с ней по восстановлению доступа к этому боту. Ей был дан технический доступ в момент тот, когда она решила поддержать план для контроля. Она использовала этот контроль по своему усмотрению. Не могу, конечно, комментировать ее решение. Она его приняла. Ну і на завяршэнне, спадар Александр, що ж таки было учора я глядзеў гэты стрым з пасяджэння выбарчай камісіі і мне было зразумела, что вот гэтай сітуацыі, якую мы маем сёння у дачыненні да вашага спіса, все і завершыцца. Ну давайте чисто по-мужски. Вот вы ж таксама гэта разумелі. Вот ці не прасцей было дзеля того, каб даць магчымасць спісу спакойна узяць удзел у пачатку заўтрашняга галасавання, ну вам взять самоотвод? Самоотвод – это признать поражение. Реально, я вчера собрал команду, и мы обсуждали этот вопрос, что делать. Большинство команды, абсолютное большинство, приняло решение меня оставить. И мы сегодня в жалобе пишем допустить всю команду во главе с Александром Азаровым. Я реально хотел, я предложил, да, я готов уйти, чтобы команда прошла. Но команда сказала нет. Мы держимся все вместе и работаем дальше. Для этого команда и создана, чтобы быть командой. Им проще, конечно, ответственность свалить на нас. Азаров сам ушел, мы здесь ни при чем. Все. Потому что тогда ничего не нарушается. Азаров уходит, все. Он сам уходит. Что они нарушили. А исключая, они нарушают, поскольку не предусмотрено положением исключения. Ну что ж, на жаль, трэба завяршаць нашу размову на сёння. Тым не менш, Александр Азаров толькі што агучыў планы свае і спіса на бліжэйшае будучае. Дакладней адразу пасля эфіра, па яго словах, ён будзе дасылаць адпаведную скаргу у выбарчую камісію, ну і чакаць, якая будзе рэакцыя на яго скаргу. Ну а мы ў любым выпадку будзем чакаць рэакцыю і выбарчай камісіі. Ну а ў тым выпадку, калі пазіцыя будзе перагледжаная і спіс дапушчаны да ўдзелу ў выбарах, рэакцыю выбаршчыкаў, як яны адрэагуюць на гэтую сітуацыю сваімі галасамі. Дзякуй вялікі, спадар Александр. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.